переродиться, обретая покой и смирение. Я уйду ни о чем не жалея, ведь жизнь прожитая не зря и не даром. Из уст юных школьников стихи Заремы Мальсаговой звучат особенно трогательно. Свои первые поэтические строки она начала писать еще в школьные годы. Для этого не стали помехой даже трудности, связанные со здоровьем. Я бросила работу и семью и села подсудимой на скамью. Пошла без сожаления во строк, чтобы лишь продолжить жизни твоей срок. В творческий вечер Заремы Мальсаговой школьники окунаются впервые. Для этого они не только выучили стихи, но и подготовили национальный танец. Сегодняшняя встреча приурочена ко Дню поэзии. В своих стихах Зарема передает любовь к родному краю и близким людям. Один из них – ее отец, который всегда поддерживал и вдохновлял ее, несмотря ни на что. В каждой строчке звучит и грусть, и радость, эмоции и чувства, переживаемые самим автором. Смотрю на гор блистание твое, и сердце переполнено мое теплом и нежностью к родным местам. Я никому в обиду вас не дам. Писала то, что было на душе моей. Я думаю, что какие-то из них получились стихотворения, а какие-то, может быть, не очень, но они все близки мне. В зале не только поклонники творчества Заремы Зиаудиновны, но и те, кто сегодня впервые услышал ее авторские строки. Коллеги Заремы отмечают, не полюбить такого человека и ее творчество невозможно. С каждым ребенком или взрослым ей удивительно быстро удается найти общий язык. Когда общаешься с ней, ты столько хорошего, красивого узнаешь, увидишь, и как она говорит, и как она излагает свои мысли. Это вот правда, это достояние, наше достояние. И очень хотелось бы, конечно, чтобы наша молодежь, да, подрастающее поколение, взяли вот эту вот частичку ее себе. Она как наставник может поддержать учителя, начинающего, и даже с опытом, даже подсказать самые мельчайшие моменты, которые можно даже было и не заметить. Но она это сделает так красиво, что мы восхищаемся ее работой. Зарема Мальсагова – автор около 100 стихов. Темы, поднимаемые в ее произведениях, простые, понятные и близкие каждому. Она пишет о героях России, семье, любви, о потере близкого человека и многом другом. Писать на языке матери Зареме Зиаудиновне не так легко, поэтому все ее стихи на русском языке. Но тем не менее поэтесса горит желанием писать на ингушском, однако пока родные слова ей даются сложно. Так получилось, что русский язык как-то стал в этом плане ближе. Почему? Потому что мне было проще излагать мысли на русском языке. Я очень люблю свой родной язык, потому что я без него, я на самом деле без него ни жить, ни дышать не могу. Но мне не хватает каких-то слов. Наверное, все дело в активном и в пассивном словарных запасах. «Позови меня вдаль звенящую», «Вдохновение», «Поэт года». За авторством Заремы Мальсаговой вышло в свет 5 стихотворных сборников. В планах у автора в скором времени выпустить еще один. Поклонники ее творчества уже ждут возможности прочесть их. Малика Измайлова, Сулейман Костоев, Новости 24.